Аккуратно, девушки, не пораньтесь. Спасибо. Не устали за сегодня? Нет, еще. Мы любим работать. Мы только за этим на самом деле сюда пришли, чтобы поработать и посмотреть на красоты местной природы. Вот так выстраиваются межнациональные отношения. Елизавета Филатова из Москвы вместе с единомышленниками, которые приехали в Горную Ингушетию из различных регионов страны, в рамках акции «Маяки дружбы» она помогает реставраторам очистить от строительного мусора башенный комплекс Харпии. Когда я сюда приехала, я поняла, что это место, оно невероятно красивое. Я с радостью, я вот говорю спасибо проекту, который позволил мне приехать сюда. Мы командой работаем, отдыхаем, веселимся и общаемся с местными жителями. Слышала про Ингушетию, но не так ярко, как оказалось, что здесь якобы идет разновидность, что не уважают девушек, что здесь сложно с этим, но, как выяснилось, это не так. Вот, девушки здесь эталон, их превосходят, вот, лелеют и, естественно, угощают вкусными пирогами. Карина Михальченко родом из Мелитополя, Запорожской области. Девушке 19 лет, является представителем штаба волонтеров «Мы вместе». Признается, Горная Ингушетия ее покорила, а древняя архитектура просто завораживает. Честно, никогда такого не видела. Постоянно все. Квартиры, дома, город. Очищая территорию башенного комплекса от строительного мусора, ребята с интересом разглядывают созданные человеком сооружения и даже камни, интересуются датой постройки и особенностями их построения. От работы при этом не отлынивают. Они полны желания познакомиться с культурными особенностями ингушей, узнать про обычаи и традиции, познакомиться с местными жителями, побывать в высокогорных селениях. Всех их сблизила акция «Маяки дружбы». Среди участников проекта есть и старички. О проекте я узнала очень давно, когда он еще зарождался. Это, по-моему, был первый или второй год существования проекта, когда представители приезжали в мой университет, я тогда еще училась. Они приезжали туда, рассказывали. Не то чтобы я сразу прониклась этой идеей, но уже через несколько лет, в том числе, я тоже была в числе тех, кто подавал заявку на участие в проекте. То есть этот год уже третий, когда я приезжаю сюда с этим проектом. В КБР, в Осетии, в Чечне, в Дагестане, а Ингушетию вот максимум я проезжала транзитом. В Ингушетии это особые горы, особая природа, совершенно другая, не такая, как в других регионах. Вот, именно поэтому мне очень хотелось приехать сюда в этом году. Ну а реставраторы только рады ребятам. Узнав о проекте, они с удовольствием разделили с ними территорию, или, как здесь говорят, локацию. К тому же участники проекта «Маяки дружбы» позволили профессионалам сэкономить время и силы. Ребята занимаются очень важным и нужным делом здесь. Помогли с уборкой территории, выравнивали много площадок, убрали много строительного мусора, на которое у нас ушло бы очень много времени. Собрались здесь со многих регионов. Молодые ребята, просто молодцы, это неоценимая помощь. Акция «Маяки дружбы» стартовала 6 лет назад в Ингушетии и Северной Осетии. Идея быстро распространилась за пределы Кавказа. Доказательство этому — участие ребят из Москвы, Херсонской, Запорожской области, Луганской, Донецкой народных республик и Дагестана. Посредством волонтерской деятельности они сплачиваются, сдруживаются и, уезжая в свои регионы, транслируют у себя дома, что в Ингушетию можно приезжать, здесь не страшно. Есть люди такие же добрые, хорошие, как и у них. До обеда ребята занимаются волонтерской деятельностью, а после экскурсионная и культурно-познавательная программы. Уже сегодня они поедут на Ляжгинский водопад, а завтра для них устроят мастер-класс гончары. Все 15 участников проекта 30 июля посетят достопримечательности равнинной части Ингушетии. Адам Мережков, Хамзат Халухоев, Новости 24.